Здравствуйте, уважаемые посетители! Сегодня я продолжу знакомить вас с коллекцией часов, которые хранятся в Мордовском краеведческом музее. В предыдущем видео мы разбирали часы швейцарского производства, а сегодня поговорим о немецких часах. К началу 20 века русский рынок был наполнен самыми разнообразными часами на любой вкус и качество. И немецкие часы занимали достойную нишу. Одними из самых известных марок были Кинзли, Филипп Хаас, Ленскирх, Юнгганс и другие. Рассмотрим их поподробнее на примере нашей музейной коллекции. У часовой компании Кинзли богатая история, и она началась в 1822 году, когда Йоханнес Шленкер вместе со своими сыновьями начали производство часов. В 1880-х годах огромный вклад в развитие компании внес Якоб Кинзли, и часовая фирма стала именоваться Шленкер и Кинзли. К концу XIX века Якоб Кинзли остается единственным владельцем компании, в названии которой отныне фигурировало лишь его имя. Настенные часы, которые вы видите, были изготовлены компанией Кинзли в начале XX века и в настоящее время хранятся в фондах Мордовского краеведческого музея. Об их принадлежности к данной марке говорит фирменный логотип в виде крылатого колеса, который размещается на механизме. Данный логотип называется «Флюгерлат», что дословно переводится как «рабочее колесо». Теперь поговорим о часах компании Филипп Хаас. Они изготавливали разнообразные интерьерные часы – настенные, настольные, напольные, а их продукция отправлялась на экспорт как в Россию и европейские страны, так и в США. В Мордовском краеведческом музее хранятся двое часов этой фирмы, изготовленные в период с 1890 по 1910 годы. Первые часы выполнены в черном цвете и декорированы белыми керамическими колоннами. Очень похожие часы мы можем увидеть в каталоге данной фирмы от 1905 года. Вторые часы маркированы на циферблате инициалами ВГ. Они обозначают Вильям Габю. В 1870-х годах торговый дом Габю входил в тройку крупнейших в России производителей и продавцов часов и ювелирных изделий. Но данные часы были изготовлены именно компанией Филипп Хаас, что подтверждает клеймо на обороте. А торговый дом Вильяма Габю являлся только продавцом этих часов. У часов Филипп Хаас очень характерное клеймо – рисунок бегущего в правую сторону зайца и трех букв PHS. На обороте музейных часов также данное клеймо присутствует, и выполнено оно в виде бумажной наклейки. Далее вы можете увидеть очень интересные и довольно редкие настольные часы. Их называли календарными часами, лепестковыми, билетными или часами Платона. На крышках стоит клеймо производителя и надпись «Ever Red Chronos Clock». Это переводится как «всегда готовые часы». Данные часы были изготовлены в Германии в начале 20 века американской фирмой American Electrical Novelty. Эта компания была основана в Берлине около 1900 года американскими инвесторами и просуществовала до середины 1920-х годов. Следующие настенные часы были изготовлены фирмой Ленскирх в 1901-1902 годах. Это подтверждается фирменным клеймом на механизме в виде надписи Ленскирх еловой ветки и букв AJU, а также серийным номером. Акционерное общество по производству часов Ленскирх было основано в Германии в 1851 году 5 учредителями и просуществовало до 1929 года, после чего данное общество приобрел конкурент – часовая мануфактура Юнгганс. Мануфактура Юнгганс была основана в 1861 году, и в Мордовском краеведческом музее хранятся маленькие изящные часы данного производителя. На циферблате часов вы можете увидеть фирменный товарный знак в виде восьмиконечной звезды. К началу 20 века имя Юнгганс стало символом немецкой качественной работы и надежности, а в 1903 году это была самая большая фабрика часов с филиалами по всему миру.
И последние часы, которые мы рассмотрим, были изготовлены в 1910-х годах объединенной фрайбургской часовой компанией Густава Беккера. Эта фабрика была одной из крупнейших часовых производств в Европе, а свою историю она начала в 1847 году, когда Густав Беккер открыл свою собственную мастерскую в городе Фрайбурге. Фирменным клеймом данного производителя стал якорь и две буквы инициалы JB. Часы Густава Беккера отличало отменное качество, дизайн и точность хода, и благодаря чему они завоевали немало наград на выставках мира. Товары, произведенные в Германии, всегда славились своим безупречным качеством, и часы не исключение. Немецкая часовая индустрия всегда находилась немного в тени швейцарской, и немецкие бренды не так популярны в мире и многими недооценены. Но, несмотря на это, немецкие часы могут составить достойную конкуренцию швейцарским часам, не уступая им ни в дизайне, ни в качестве, а также в сборке и надежности механизмов. Спасибо за внимание и до новых встреч!